Ну, так совпало, что вот идет своеобразное возрождение ногайского движения, ногайского народа, и это совпало, вот их возрождение, их активизация, их деятельность, их общественников с нашими проектами по изучению родовых групп башкир. И вот я лично много экспедиций совершал, практически все башкирские населенные пункты исторического Башкортостана объездил, истоптал, где-то съемки проводили, где-то записывали у местных краеведов, у местных жителей предания. И вот как-то заметил, что очень большой пласт, ногайский пласт истории башкирского народа. И, конечно же, вот этот пласт, вот эта история, богатая взаимоотношения башкир и ногайцев, башкирских родов с ногайскими родами, с ногайской ордой, оно, конечно же, нашло отражение во многих наших работах, в том числе и в многотомной истории башкирских родов. И это мы отразили это и при написании истории родов. Особенно много ногайского компонента есть среди южных башкир, мингов. Вот я отношусь к племени, к родовой группе минг, и у нас очень большой ногайский пласт. Есть отдельный ара, связанный с ногайцем, нагай-арага. Очень большой ногайский компонент есть среди юрматынцев и других южных, юго-восточных родовых групп башкир. Но есть еще более того, когда вот мы были в Оренбургской области, в долине реки Сакмара, изучали, там есть родовые группы Кипчак и родовая группа Усерган башкир, и вот там есть определенное вкрапление ногайцев. Вот есть предания, есть рассказы вот местных жителей башкир, что вот на той стороне Сакмары, по левобережью Сакмары, Ногайдар Туралар, Ногайдар. Нам было это интересно. Мои коллеги, мы заезжали в эти села, но в то время те люди, которые нам попадались, они говорили, ну, на наш взгляд, по-татарски, и они себя идентифицировали как татары. Вот. Но мы подняли документы. Почему? Какое-то вот противоречие есть, да? Наши башкиры говорят, что там на той стороне Сакмары живут ногайцы, а местные жители не признаются, что они ногайцы. Нам было это интересно, и мы, конечно же, посмотрели документы, что говорят документы на это противоречие. Открыли метрические записи Духовного Магометанского собрания, открыли ревизские сказки, открыли многие-многие документы, подняли, и такая история немножко начала проясняться. Ну, сразу скажу, что не только не то, что мы там были открывателем, ни в коем случае. Потом, по ходу работы, мы выяснили, что там был астраханский профессор, историк Виктор Викторин, изучал эту группу ногайского народа. И очень интересные факты обнаружились. То есть целый ряд населенных пунктов на Сакмаре, это в первую очередь в Саракташском районе, и одна-две деревни в Кувандыкском районе имеют отношение к ногайскому народу. То есть эти деревни, крупные села, станицы были основаны когда-то ногайцами. Это Воздвиженка, ранее Воздвиженский редут, Никитинский редут, или Воздвиженская станица, Никитинский редут, село Желтое, Шешма, Юлгутлина, и потом их выселки Чулпан. Вот, как минимум 6 крупных населенных пунктов имеют отношение к ногайскому народу. Вот. И что говорят документы? Конечно, вот в Воздвиженке и в Никитинке сейчас там ногайцев практически нет. Они были определенный исторический период, они были вынуждены отселиться. Допустим, в село Шешма. Там была определенная колониальная политика властей, потом жители некоторых сел, особенно Кондуровка, они участвовали в Пугачевском восстании на стороне Пугачева, поэтому, когда каратели зачищали эту территорию, многие погибли. Вот ногайцы, часть смогли уйти на другую сторону Сакмары и основали новое поселение. Вот. Интересная эта история. Как мы посмотрели по документам, это Кондуровка, вот одно село Кондуровка, оно имеет прямое отношение, уже и по названию видно, к кундровским ногайцам, Кондрау. Это родовая группа. А в других населенных пунктах в основном проживают, как мы поняли из документов, это салтанаульские ногайцы. Это тоже этнотерриториальная или все-таки больше этническая группа, родовая группа ногайского народа. Вот. Специфика какая? Вот я уже говорил, там очень запутанная история. То есть там происходили вот смешения, потом в эти поселения подселялись русские, мордовские, татары, типтяри. И, конечно, и башкиры тоже туда подселялись, поскольку они попали в XIX веке, в первой половине XIX века в казацкое сословие. Вот. И это происходило определенное смешение. И
вот что мне вот интересно, ну, как бы такой факт мне вот заинтересовал. Деревня есть такая Юлгутлина на границе Саракташского и Куандыкского района. Она относительно позднего происхождения. Половина жителей башкиры, из башкирского рода Усерган, а другая половина нагайцы. То есть и даже в Куандыкской энциклопедии так и прямо и написано, что современные татары деревни Юлгутлина имеют нагайское происхождение. Прям попал в Куандыкскую энциклопедию. И действительно, по всем материалам ревизских сказок, по всем метрическим записям, там проживали башкиры и нагайцы. Прям так и писали их прадеды, что Ногайтайфсенен, то есть из нагайцев, а кто из башкир, они писали из башкир. И произошла такая метаморфоза, уже первые советские переписи в той же Юлгутлина население записали как татары. С чем это связано? Это связано с переводом, наверное, на татарский язык обучения, возможно. Ну вот возобладал, скажем так, восторжествовал татарский проект, и вот в этих селах все нагайцы практически стали идентифицировать себя с татарским народом. И это не только Юлгутлин, но и другим населенным пунктам. Более-менее моноэтничное, скажем так, и нагайцев много, это, наверное, село, поселок Шешма. Даже название, если бы это было татарское село, оно было бы звучало как Чишма, через Ч писалось бы. И многие исследователи тоже внимание обратили, что имеет в корне это название, это село Шешма, как с нагайского Шешма. Ну, по аналогии с башкирским у нас тоже все-таки диалекты говорят, что это Шешма, это и по-башкирски тоже как Шишма, и в этом плане у нас сближает язык с нагайцами. Вот. Что бы хотелось бы сказать? Ну, идет пробуждение и тоже интерес у местных жителей. Главы поселений тоже интересуются своей историей. И в этом плане, конечно же, ученые Башкортостана готовы помочь, оказать им помощь. Мы готовы передать все материалы, все ревизские сказки, все метрики, которые у нас есть по этому региону, для наших сородичей. Вот. И есть ревизские сказки, по этому поводу мы вот выпустили даже отдельно в рамках проекта «История башкирских родов», в рамках тома «Кипчак», часть 2, мы посвятили его отдельный параграф и уже нагайцам Оренбургской области. Вот, где вот история этих деревень мы подробно расписали, дали все материалы по ревизским сказкам, дали материалы переписи, первой советской переписи населения, чтобы люди могли свою родословную составить. Наша святая обязанность ученых Башкортостана, мы считаем, это доведение до населения материалов, архивных материалов, ревизских сказок, метрических записей Духовного Магометанского собрания, то есть метрик, ну, то, что раньше органы ЗАГСа выполняли, это акты гражданского состояния, о смерти, о браке, о рождении. Вот эти все материалы, они должны быть у людей. Мы сделали все возможное от себя для того, чтобы наши сородичи, наши нагайские братья получили эту информацию. И идет встречное движение. И есть, на нас выходили и саракташские, жители Саракташского района, из этих нагайских сел, с просьбой помочь им восстановить свои родословные, помочь историю деревни реконструировать. Все материалы, в принципе, которые у нас есть, мы готовы им предоставить. И наше качественное отличие наших ученых башкортостанских, то, что мы готовы предоставить это безвозмездно, это раз. И второе, мы ни в коем случае не пытаемся перетянуть одеяло на себя, сказать, что, ну, вы башкиры же, вот по ревизским сказкам, допустим, 1834 года, 8-я ревизия, вы были в сословии башкир. Мы это признаем, да, для царской администрации это была такая квалификация, но вы по происхождению нагайцы были и остаетесь нагайцами. Мы верим в то, что и мы считаем правильным, что если ты по происхождению нагаец, если твои предки записывали себя нагайцами, в метрике твой прадед записал «я нагай, нагай тайфсенан», то ты тоже нагаец. И ты должен гордиться этим. Если ты мещарин, то и твои предки были мещарями, то ты тоже должен записывать себя мещарином. Это обязанность, и мы не должны предавать своих предков. Это наше твердое убеждение.